Цифровые услуги сегодня – это не технологии ради технологий, а удобство и экономия времени граждан. Ну а цифровое развитие – это не только планы и стратегии, но и конкретные показатели. Сколько онлайн-услуг уже доступны, сколько цифровых сервисов доступны для граждан, ну и какие результаты принес прошлый год. Подведем итоги 2025-го с министром цифрового развития и инновационных технологий Азаматом Джумангуловым. Азамат Садатбекович, здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас, рады находиться у вас в министерстве. Ну и вы знаете цель нашего визита, да, это подведение итогов 2025 года. И сразу же хочется начать с этого. Какие результаты принес 2025 год, чем вы можете похвастаться, поделиться с нами? В своем повествовании, так скажем, о цифровизации я выделю три основные достижения, которые были реализованы в 2025 году. Первое – это расширение полномочий Министерства цифрового развития и дополнительные функции политикообразующие, которые были возложены на наше министерство. В начале 2025 года президентом был подписан указ о переименовании и возложении дополнительных функций. Помимо всех действующих работ, на нас были возложены политика управления за искусственным интеллектом. Как вы знаете, до этого искусственный интеллект в Крымской республике не регулировался никаким законом, ни подзаконным актом. И учитывая тренд этой темы, учитывая то, что искусственный интеллект как сейчас развивается, необходимо было внедрять именно юридический аспект данного вопроса. И с этого момента оно идет в связке у нас со вторым достижением 2025 года, это принятие цифрового кодекса. Также в дополнительные функции, которые были возложены на министерство, входит управление геоданными, это карты, это пространственные данные, это ГИС-системы и зондирование поверхности Земли. То есть мы ранее ни один из госучреждений, ни один из государственных IT-компаний не умели обрабатывать и работать с картами, которые мы получали со спутника Земли. Также в этом направлении, это направление описано в цифровом кодексе. У нас вот эти три достижения, они очень взаимосвязаны. Второе достижение, это также указом президента было подписано о преобразовании государственного учреждения Түндүк в акционерное общество Түндүк. Для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы государственная IT-компания была гибкая и конкурентоспособная на нашем рынке. Мы все понимаем, что государственные учреждения, государственные предприятия, они все работают по правилам госорганов. Соответственно, есть определенные моменты, где у них связаны руки, и они не могли конкурировать с такими IT-гигантами, которые есть у нас на рынке. И в связи с этим, понимая то, что именно государственную IT-структуру нужно выдвигать вперед, было принято решение. На данный момент мы весь 2025 год занимались юридическими, организационными вопросами. На данный момент ООО «Түндүк» уже полноценно работает как отдельная коммерческая структура, но с участием государства. И третье наше достижение – это вообще в целом завершение проекта Digital Kassa. И одним из компонентов данного проекта является принятие Жогорку Кеңешем цифрового кодекса. Как вы знаете, в августе 2025 года президент подписал цифровой кодекс, и он буквально в феврале войдет в юридическую силу. И весь Кыргызстан, цифровой Кыргызстан, должен будет работать именно по данному цифровому кодексу.
Если мы говорим о результатах года, об итогах года, перед началом любого года, да, ставятся конкретные планы и задачи. И несмотря на то, что Министерство цифрового развития и инновационных технологий тоже в 2025 году проделало огромную работу, в то же время я так думаю, что остаются и незавершенные дела тоже. Да? Вот что вы не успели завершить в 2025 году и что переходит на, например, 2026 год или на последующие другие годы? Ну, в 2025 году мы не успели оцифровать все. Но, как говорится, цифровая трансформация, если честно, она не заканчивается, потому что технологии очень быстро меняются. Мы сейчас прям становимся свидетелями, как в IT-сферу ворвался искусственный интеллект, и каждый день, ломая шаблоны, в этой индустрии появляются новые технологии, новые модели, поэтому мне кажется, что вообще цифровая трансформация она не закончится. Мы сейчас в таком первоначальной стадии цифровой трансформации нашего государства находимся. В первую очередь нам цифровизация помогает также убрать бюрократизацию. То есть любой процесс цифровизации идет таким образом. Сперва нужно адаптировать юридическую часть всей работы, а потом уже накладывать. К сожалению, мы с самого начала немножко пошли неправильным пути. Мы начали цифровать действующие наши бизнес-модели, которые написаны были скажем так, на старых законах. Да? Один из самых таких обсуждаемых у нас в стране наше нововведение было то, что с апреля 2025 года ни один госорган не имел права требовать бумажных справок от нашего населения, если оно имеется в тундуке. Мы поставили ограничение, конечно, возрастное, что до 50 лет это положение будет работать. И для особых случаев, когда наши граждане выезжали за границу, потому что за границей обычно требуют именно бумажные справки. Вот с момента, как мы приняли это положение, транзакции, нагрузки на систему Тундук очень увеличились, и мы поняли, что мы на тот момент сделали правильный выбор, что таким образом запретили требовать бумажные справки. В выполнении вот этих планов и задач, например, реализации каких-то проектов и программ, что стало самым сложным? Самое тяжелое, если честно, донести это до наших граждан, потому что цифровая трансформация должна обязательно сопровождаться цифровой грамотностью. Мы должны параллельно вести эту работу, учить людей, как этим пользоваться, соответственно, и создавать новые услуги. Также нам нужно подтягивать уровень цифровой грамотности наших госслужащих, потому что мы требуем с них делать определенные шаги по цифровизации, а при этом не научив, мы начинаем требовать. Поэтому самое сложное было вот это, донести людям свое видение, как это должно делаться и как это должно реализовываться. Ну, вот по, например, происшествии нескольких лет, да, в течение которых у нас в стране действительно идет активное развитие цифровых технологий, опять-таки искусственного интеллекта, да, как вы отметили, насколько взаимодействие государства и граждан упростилось? Ну, этот вопрос поделю на две части. То, что есть, и то, что мы хотим. Да? То, что есть, мы сейчас что сделали, ну, этому, наверное, оценку должны давать сами граждане, да? Насколько упростились их вот эти ежедневные рутины по получению госуслуг. Ну, учитывая то, что даже один пример возьмем, вот один из последних сервисов, которые мы запустили в 2025 году, это онлайн-замена паспорта была и онлайн-замена водительского удостоверения. И в том и в этом случае нужны были определенные справки с других госорганов, скажем,
при замене водительского удостоверения справка 083, которая сейчас также онлайн отображается в мобильном приложении Түндүк. Вот здесь немножко нужно отметить, многие путают, думали, что если онлайн-справка в Түндүке, значит можно не ходить в медучреждение. В медучреждение обязательно нужно сходить, пройти проверку, потому что онлайн-проверку невозможно сделать. Но при этом не нужно собирать, как раньше, там, бумажки и нести там, в орган, в УНА, да, где делают замену. Врачи просто осматривают, а потом у себя же в системе делают отметку, прошло медобследование или нет. УНА сразу автоматически получает уже эту справку с платформы Түндүк. Вам просто нужно прийти, написать заявление, и у вас необходимые документы будут уже отправлены в УНА. Вот таким образом мы пытаемся упростить жизнь людям, чтобы они лишний раз не ходили в другие госучреждения. Это вот то, что сейчас есть. То, что хотим мы. Сейчас очень в тренде проактивные услуги для граждан. Что такое проактивные? Это, ну так скажем, на примере, да, родился ребенок, у него автоматически сразу же, понимая, где прописаны и где проживают его родители, его сразу же зачисляют в эту поликлинику по месту жительства и открывается медицинская карта. Туда сразу записываются все, там, допустим, прививки, которые нужно сделать. Также уже автоматически примерно определяется локация там, садика, куда он может в дальнейшем пойти. И таким образом, когда он будет там, по графику получать прививки, они сразу будут сохраняться там же в Түндүке, в медицинском медкарте электронной. И эта медкарта потом будет предоставляться сразу в садик, куда он обратится. Проактивные госуслуги вот, примерно мы видим таким образом, чтобы за гражданина государство все шаги уже сделало, гражданину просто нужно будет уже обращаться целенаправленно в определенные госорганы, в школу или тому подобное. Мы потихоньку подошли к такому большому блоку, да, Түндүк, приложение Түндүк. Это такой сервис, такое приложение, где граждане могут получать государственные услуги онлайн. И вот если по Түндүку, то тоже мы поговорим, вот результаты 2025 года, что было сделано, насколько работа получилась эффективной и результаты насколько хорошими оказались. Түндүк, да, это госорган, который занимается непосредственно реализацией уже цифровой трансформации. Мы как министерство, мы политикообразующий орган, они как раз таки занимаются реализацией. На данный момент, если глобально смотреть на мобильное приложение Түндүк, в 2025 году мы его не стали менять, мы больше внимания обратили на инфраструктурную часть. Это серверные мощности, это компьютеры и другое такое железная часть, так скажем, цифровизации. Там большие просьбы были провести работы с Государственной архивной службой. Архивная служба у нас является подведомственной организацией, по ним тоже в этом году, в 2025 году сделаны были очень хорошие работы по оцифровке самого архива. Такие вопросы, как аттестаты, дипломы, военные билеты, все, что там поднималось, мы в принципе большую часть закрыли. Очень много вопросов было по облегчению обращений за медуслугами или там, другими проверками для лиц ЛОВЗ. Да? Тоже мы убрали некоторые барьеры для того, чтобы некоторыми услугами можно было пользоваться онлайн, сидя дома, не выходя из дома. Под конец года мы прям очень хорошую работу сделали по оцифровке дипломов. Теперь дипломы можно будет смотреть также в мобильном приложении Түндүк. Военный билет мы уже тоже завершили, там остаются небольшие тесты, там, исправления. Все, что касается госрегистра, кадастра. Плюс параллельно мы вели работы по проблемным участкам. Это ЦОНы, это УНА и кадастр как раз таки. Вот три
проблемных госучреждениях, где были очереди, где были толкучки из-за того, что люди просто приходят за одной какой-то бумажкой. Да. И в 2026 году, в этом году, Түндүк ждет такое кардинальное преобразование. Это будет касаться как самого дизайна, пользовательского опыта, так и самой такой архитектурной части. То есть полностью мобильное приложение Түндүк будет переделываться, преобразовываться. Я думаю, в первом квартале этого года вы уже увидите новые результаты. Все эти изменения мы делали согласно опросу. Это вот такой очень хороший шаг был со стороны руководства ООО «Түндүк» и самих проектных менеджеров. Они выходили прямо на улицы, предлагали дизайны, предлагали вплоть до цвет кнопки. У населения спрашивали, фокус-группы проводили и на основе этого делали изменения. Я думаю, результат понравится всем. Я лично видел, в принципе, мне понравилось. Если продолжая тему Түндүка, да, там нет никаких сложных, скажем так, функций, все там просто и все понятно. Но вот что мы можем сказать насчет, например, пожилых наших людей, других каких-то лиц, которым, может быть, не так сложно использовать, не так легко использовать это приложение. Нужна ли цифровая грамотность для таких лиц, чтобы использовать его? Обязательно, вот я то, что говорил, сложности, с которыми мы сталкивались, это вот цифровая грамотность, кибергигиена населения, над которым нужно работать. Может быть, нам нужно предусмотреть в мобильном приложении Түндүк какой-нибудь раздел, где не нужно искать определенные сервисы. Да? Вот, ну, скажем так, вы заходите, вы не хотите разбираться в этих новых технологиях, или вы пожилой человек, которому тяжело это дается, мы можем сделать такой определенный интерфейс или другой раздел в мобильном приложении Түндүк, когда вы можете уже голосом запросить: «Түндүк, дай мне, пожалуйста, вот эту информацию». Здесь уже начинает работать, соответственно, искусственный интеллект. Да? Он начинает подбирать, что хочет человек, и выдавать определенный только результат. Мы уже заложили, вот как я уже сказал, в обновленный Түндүк мы уже заложили эту работу. Я думаю, она полноценно начнет работать где-то в третьем квартале этого года. Азамат Саадатбекович, я сейчас вам хочу задать несколько таких коротких вопросов, на которые нужно коротко тоже ответить. Такой блиц с вами предлагаю провести. Сколько государственных услуг сегодня доступны онлайн? На данный момент 191 услуга и сервисов в онлайне у нас находится. Сколько граждан уже пользуются приложением Түндүк? Скачивание мобильного приложения Түндүк у нас около 3,2 миллиона скачиваний. Активных пользователей около 2,8 миллиона. Какая услуга стала самой популярной в прошлом году? Самые популярные услуги это были адресные. Справки с места жительства, справки о составе семьи. Вот такого рода справки были самые востребованные. Сколько времени в среднем экономит гражданин, пользуясь онлайн-сервисами? Ну, здесь, смотрите, такой подход очень глобальный. Около 30 миллионов часов сэкономлено гражданами, всеми гражданами за все время при получении госуслуг. Какой показатель 2025 года вы считаете самым важным? Ну, это транзакции. На данный момент у нас 2,5 миллиарда транзакций, которые проходят на платформе Түндүк. Сколько ведомств сегодня подключены к цифровой платформе? Вообще итого около 380, но все госорганы подключены к Түндүку. Удалось ли сократить расходы государства за счет цифровизации? В целом, да. Это
как касается бумажной части с введением системы электронного документооборота. Это найм сотрудников для обслуживания населения. Цифровые услуги доступны в регионах наравне со столицей? Да, конечно. Очереди в госучреждениях реально сократились? Я могу точно сказать, что реально сократились, потому что мы видим статистику, и оно идет на спад. Угу. Сколько выдано электронных подписей в 2025 году? В 2025 году 3 миллиона плюс, 1,3 миллиона электронных подписей. Угу. И готово ли государство полностью уйти от бумаги в перспективе? Конечно. Если вы заметили, наш уважаемый президент Садыр Нургулевич никогда не пользуется бумагами. Он пользуется цифровыми видами всех бумаг и документов. Спасибо. Развитие цифровых технологий, да, это все, конечно, хорошо. Получение онлайн госуслуг — это тоже все хорошо, это удобно и быстро. Но за всем этим стоит также и, так скажем, опасность некая, да, это развитие, скажем так, кибермошенничества, разных видов мошенничества. Может быть, есть угроза утечки каких-то персональных данных. И вот в этом вопросе министерства и другие соответствующие ведомства какую работу проводят для того, чтобы, например, в первую очередь защитить персональные данные граждан, во вторую очередь вообще все, и страну в целом, скажем так. В этом направлении усиленная работа проводилась именно в самом цифровом кодексе. То есть ранее у нас этот вопрос был поверхностный, что персональные данные должны защищаться, охраняться какими-то определенными методами. Но именно в цифровом кодексе мы это усилили. Мало того, в цифровом кодексе это первый такой прецедент вообще по всему миру, когда вводится понятие персональные данные ребенка. Там описаны методы, как их использовать, как их шифровать, каким образом родители должны его предоставлять и тому подобное. Поэтому вопросу сохранности персональных данных именно цифровой кодекс очень тщательно подошел. Да, мы как министерство, как политикообразующее министерство регулируем вопросы кибербезопасности, но сама реализация этой политики возложена на Госкомитет национальной безопасности. Также у нас была разработана своя система тоже по защите от кибератак, которая у нас здесь в министерстве находится. Эта программа защищает только вот именно наше министерство и ООО «Тундюк». Мы потом, если что, можем пройти, посмотреть, как ребята там работают и какие вызовы они там встречают в этом кабинете. Касательно вообще в целом защиты и угроз, согласен, да, он у нас по всему миру очень остро стоит. Вообще кибермошенничество можно поделить на две части. Первое, то, что у нас сейчас очень часто происходит, да, там списались карты, там, получили код и тому подобное. Большинство из них, если честно, да, происходит от цифровой неграмотности нашего населения. Мы даже предусмотрели уголовное наказание за передачу карты другим лицам или сим-карт. А то, что вы говорите, это вот глобальные кибератаки на системы. Их нужно тщательно прорабатывать. Их нужно прорабатывать не только на государственном уровне, нужно прорабатывать в региональном. Также мы проводим часто форумы, различные хакатоны для того, чтобы команды могли прийти здесь, попробовать. Создаем специальное поле боя, такое, скажем, да, где собираются команды хакеров, команды кибербезопасности, и они пытаются взломать системы друг друга, соревнуются.
В этом году такое киберучение прошло, были призовые места. Также в завершении 2025 года мы провели юридический такой форум киберучения. Именно здесь вопрос юридического аспекта был, не самой реализации, а технической реализации. Было такое новшество, это касается приложения Түндүк, о самозапрете на кредит. Да, тоже такое очень важная, мне кажется, функция, которая была включена в это приложение. Как раз-таки это все касается, опять-таки, вот этого мошенничества, кибербезопасности, скажем так. Вот можете немножко на этом остановиться тоже? Согласен, такая услуга есть, и я его первый включал в 2025 году, когда мы демонстрировали саму услугу. Естественно, чтобы дать гражданину хороший сервис, удобный сервис, появляются такие инновационные продукты, как там, онлайн-кредит, когда ты можешь также, не выходя из дома, там, оформить на себя кредит. Но здесь появилась обратная сторона. Также мошенники научились перехватывать определенные пароли, там, оформлять эти кредиты на потерянные, краденные паспорта и тому подобное. И со стороны Национального банка был инициирован закон о самозапрете. Мы решили его внедрить в государственную систему Түндүк, чтобы каждый гражданин мог поставить данный самозапрет. Его также можно снять. Если вы оформляете снятие самозапрета, вам дается такой определенный период охлаждения для того, чтобы вы могли передумать или, возможно, на вас надавили, да, чтобы снять этот самозапрет. Он снимается в течение 12 часов. Ну, сейчас такой личный вопрос. Насколько часто вы сами пользуетесь приложением Түндүк и какая услуга онлайн для вас самая удобная? Я пользуюсь каждый день, потому что мы, как владельцы данной системы, я как лично заинтересованный человек, чтобы он постоянно работал, не было никаких ошибок, там, новые функции. Я использую его очень часто. В основном это вот частые справки по семейному состоянию, по адресным каким-то справкам. Азамат Садатбекович, как правило, за всей вот этой работой стоят определенные лица, определенные специалисты, определенный штат, который занимается выполнением, да, вот этих поставленных задач. И вы предлагали провести, так скажем, экскурсию, где сидят специалисты, которые мониторят кибератаки различные, да? То если вы покажете нам, покажу, как обстоят дела там. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот как раз-таки вот центр, про который я говорил. Это центр мониторинга кибератак и киберугроз. На данный момент у нас в пилотном режиме он установлен на все системы Түндүк. То, что я вот до этого отметил, про сохранность персональных данных, про сохранность информации, которая хранится на серверных Түндүка, это охраняется полностью данным отделом. У нас установлена программа по мониторингу, к которой подключены наши различные системы, и в режиме реального времени фиксируются атаки по сетям. Мы анализируем эту информацию, готовим отчеты и предпринимаем меры ответные по безопасности, по обеспечению безопасности наших систем. Это общедоступный ресурс Касперского по всем регионам, где у них установлено их программное обеспечение. Это выводится в интернет, это открытый доступ по атакам по всему миру. И в завершении нашей беседы мне бы хотелось немного остановиться на планах и задачах на 2026 год, на текущий год. Один из основных таких глобальных планов — это все-таки войти в мировое сообщество развитых стран, где очень бурно будет развиваться модель искусственного интеллекта. Мы уже заложили основу в 2025 году.
Буквально вот месяц-два мы закупаем, ну, в простонародье это называется суперкомпьютеры. На самом деле это там самое важное из этого суперкомпьютера — это чипы, на которых как раз-таки можно писать и разрабатывать модели искусственного интеллекта. Как раз-таки в первую очередь для того, чтобы внедрить искусственный интеллект в госуправление, нам нужно разработать свою национальную языковую модель. Потому что у нас документооборот на кыргызском языке, совещания, встречи ведутся на кыргызском языке, и это все должно обрабатываться. То есть мы не можем в какую-то модель говорить непонятным языком, и он, естественно, вам не даст никакого ответа. В первую очередь нам нужно суверенную языковую модель разработать и уже далее прорабатывать такие развлекательные, определенные государственные проекты на основе искусственного интеллекта. Инфраструктура для искусственного интеллекта очень дорогая, и она очень быстро меняется. То есть вложить, грубо говоря, там $1 миллион на 5 лет не получится. Да? Поэтому в этом направлении там тоже нужно с международными донорами, с международными партнерами работать. И оно у нас ведется, в принципе, на хорошем уровне. Будем усиляться. В этом году очень большой план поставлен на оцифровку архивных документов. В 2025 году мы, можно сказать так, закрыли 80% потребностей Госархива для того, чтобы они могли начать оцифровывать. Мы купили книжные сканеры, мы купили пленочные сканеры. И в этом году они уже должны начать и показать уже определенные результаты по оцифровке государственно важных документов. Это второе. И самое главное, вот в феврале месяце у нас вступит в силу цифровой кодекс. Нам нужно будет очень тесно отрабатывать с частным сектором для того, чтобы мы его правильно реализовали, для того, чтобы мы этот цифровой кодекс правильно донесли до нашего рынка, до пользователей этого цифрового кодекса, чтобы не было никаких разночтений, коллизий. Я думаю, тоже у нас очень много работы и времени уйдет именно на это. Мы уже прорабатывали с Министерством просвещения и с Министерством образования. Мы хотели в этом году, но, к сожалению, не успели. Скорее всего, уже к следующему учебному году мы будем внедрять в уроки информатики какие-то разделы или, возможно, будут там блоки, уроки цифровой грамотности, кибергигиены и вообще вот кибербезопасности, чтобы дети уже там, с 9 по 11 класс хотя бы базовые навыки учились. Также мы хотим внедрить мобильное приложение, Күндөлүк, туда поставить тоже базовую информацию про мобильное приложение Түндүк, чтобы родители или через Түндүк заходили в Күндөлүк, или через Күндөлүк могли там посмотреть определенную информацию про Түндүк. Естественно, нормотворчество — это вот основная цель наша. Мы никогда не будем останавливаться, постоянно будем улучшать, менять для того, чтобы эти законы работали во благо государства, нашего населения, чтобы они были четкие, понятливые. Ну и нововведения, как я уже сказал, информационные технологии развиваются очень быстро. Если честно, юридическая часть не успевает за развитием информационных технологий, поэтому здесь нужно будет прямо на чеку. Еще вопрос по кадрам. Что касается специалистов и кадрового потенциала, в 2026 году какая работа будет проведена? Вообще, в целом, честно и открыто скажу, по кадрам, конечно, мы немножко проседаем, потому что вообще, в целом, IT — это, по сути, недавнее, да, то, что у нас стало актуальным. Мы же все учились на юристов и экономистов. Даже IT-юрист — это совсем другой юрист.
очень востребованы у нас бизнес-аналитики. Вот такие кадры нам нужны. Будем дальше отрабатывать с университетами, показывать, подсвечивать, да, в каких направлениях кадров мало, где нужно усилиться. Также будут рекомендации частным IT-курсам, IT-школам, чтобы им подсветить. Азамат Саадатбекович, спасибо вам за беседу, за конкретные ответы. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам успехов в дальнейшей деятельности. Мы будем всей страной, скажем так, да, следить за изменениями в информационных технологиях и как это все меняет нашу страну. Ну а вас, уважаемые телезрители, благодарим за то, что вы были с нами. До встречи в эфире.